Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Ваш жизненный путь. Что у вас впереди? Основные моменты. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой жизненный путь. Что у меня впереди? Какие основные моменты? Если вы настроились, я упираю назад, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим на ваш жизненный путь и что же у вас такого впереди. Так. Знаете, но я вижу, что вы уже очень многое преодолели, вы очень многое прошли. Знаете, до момента сегодняшнего дня ваша жизнь, ее нельзя называть простой, либо какой-то спокойной. Здесь было очень много переживаний, здесь было очень много тяжелого труда, когда человек вкалывал, трудился, пытался, созидал, растил, понимаете, совершенствовался, да, то есть здесь вы прошли достаточно жесткую школу жизни, много испытаний, разочарований, что уж тут скрывать, все было в вашей жизни, вы намаялись, намучились и настрадались. Что же у вас на сегодняшний день? На сегодняшний день вы стоите на развилке, выбор, куда идти дальше, куда мне двинуться, куда пойти, где себя найти, где себя применить. Здесь многие пришли к моменту пересмотра ценностей. Человек сейчас стоит и думает, оставаться ли мне на прежнем уровне, либо пойти в другую, например, сферу, в другую деятельность, в другие отношения, все в своей жизни перечеркнуть, поменять, переменить, обновить, улучшить. Понимаете, вот желание активных конкретных действий. Кто-то чувствует, что время вот оно тикает, да, а я там ничего не успел, ничего не успела. Знаете, вот желание качественных перемен, не просто перемен, не просто выйти из дня сурка, а именно качественно поменять свою жизнь. Что же будет происходить? Ну, во-первых, у вас на сегодняшний день еще есть обязательства. Обязательств у вас крайне много. Я не знаю, кто вы, не знаю, чем занимаетесь, но вы как будто бы чувствуете, да, вот либо на себя очень много взяли обязательств, которые по сути и по факту не являются вашими. То есть вы слишком много на себя взвалили, и вам от этого тяжело. Вы к земле клонитесь, понимаете, под тяжестью всех этих обязательств и дел. Но при этом ничего вы не бросаете, ничего вы не оставляете. Вы вот знаете, как есть такой сериал «Ольга», да, мне очень нравится, я его смотрю, и там было, значит, такое высказывание, да, что же делать, надо булки сжать и дальше жить. Вот и вы так, понимаете, вот не судите строго, да, за это отступление, но тем не менее, я вижу, я вами восхищаюсь, реально восхищаюсь, но, мои милые, так же тоже нельзя. Вы можете пройти какое-то время, какой-то отрезок пути с такой вот неподъемной просто-таки ношей, но все равно же надорветесь, но и все равно же сложно будет. Вы понимаете, вы себя тратите, по каким-то, можно сказать, пустякам, на мелочи, ерунду, не ваше, чужое. Да, вы добрая душа, вы хотите всем помочь, но поверьте, если вы надорветесь, кому от этого будет легче, кому от этого будет лучше? Никому, конечно же. Берите соразмерно, берите по возможностям, берите так, чтобы не упасть, понимаете, не раскачиваться, идти, пытаться балансировать, а чтобы идти свободной походкой, как говорится, от бедра, чтобы наслаждаться этой жизнью. Делегируйте полномочия. Вокруг вас есть люди, которые с большим удовольствием вам и помогут, и за вас что-то сделают, и с большим удовольствием ваше какое-нибудь распоряжение, вашу просьбу сделают, причем сделают на ура, отлично, и не нужно будет там перепроверять, переделывать и пересматривать. Посмотрите по сторонам. Ваши детки, если ваши детки, они вполне самостоятельны, они могут даже больше, чем вы от них ждете, либо надеетесь. Ваши, например, подчиненные, либо ваши коллеги, либо ваши
родственники, все взрослые люди, все могут, все понимают. Я вижу, что вы пытаетесь быть хорошей перед всеми. И это не показуха, а это именно ваша внутренняя потребность, да, призвание вашей души. Но, мои милые, свет, он так построен, что всегда должен быть хоть какой-то баланс. Да? Он пусть не всегда идеальный, но тем не менее. На балансе мы все держимся, на гармонии мы все держимся. Не нужно делать вот таких перекосов. Они не полезны, они вредны. Что ждет вас в будущем? В будущем вас ждет понимание этого дела. Вот не зря я так долго об этом говорила. Вы поймете свою ценность, свою уникальность, и вы поймете свое предназначение. Многие прям лбом столкнутся со своей миссией. Вот вас прям судьба ведет, раз и подвела к тому, что вам по судьбе, что вам предназначено, и тем, чем вы должны заниматься, либо тем, кем вы должны стать. Здесь я вижу перед собой, вот я буду говорить вам честно, вот что я вижу, основные моменты, просто буду их перечислять. Это человек успешный, человек удачливый, человек, который не только своим каким-то вот острым умом, либо способностью, либо знаниями, но и благодаря свету своей звезды, да, добился очень высокого положения. Положение, которое его радует, положение, которое приносит ему радость, удовольствие, положение, при котором человек чувствует себя на коне. Да? Вот, то есть вы, неважно сколько вам лет, я вижу, что вы с делом, при деле, вы чем-то занимаетесь, вы в окружении людей, последователей, или помощников, или учеников. Вот рядом с вами люди, все на вас вопрошающе смотрят, все от вас ждут приятных новостей, приятных каких-то посылов, наставлений, учений. Вы нужный человек, в вас нуждаются, вы нужны, вы несете нечто светлое, полезное, важное и прям без чего другие не могут. Да? Вот люди идут, вопрошают: пожалуйста, помоги, подскажи, научи. И вы с удовольствием выполняете свое предназначение. Кстати, я вижу, что человек не одинок, человек в паре, у человека есть дом, в доме есть мир, в доме есть любовь, в доме есть счастье, в доме есть детские какие-то то ли крики, то ли смех, да, то есть дети живут в этом доме, там есть все, что вот в понятии человека счастье. Это прям такая энергетика света и добра в вашем доме находится. Также я вижу, что у вас по здоровью, да, вот кто-то на сегодняшний день достаточно часто страдает какими-то приступами, либо какими-то, может быть, хроническими, либо, даже, не дай бог, да, какими-нибудь уже серьезными заболеваниями, но при этом человек как будто бы отмахивается, что ерунда, потерплю, таблеточку выпью, все пройдет. Но в будущем я вижу, что этот вопрос станет ребром, и вы будете вынуждены просто-таки заняться конкретно своим здоровьем, причем поправить свое здоровье, излечиться, чувствовать себя будете на круглую пятерочку, будете заниматься собой, своим телом и своей душой. И вот я вижу гармонию человека, когда человек полностью компенсировал все свои какие-то острые там нехватки, углы, шероховатости. Человек словно по речке, очень такой гладкой плывет по жизни, наслаждается тем, что в жизни происходит, спокоен, доволен, обеспечен, ничего нигде не волнует, никаких там треволнений нету, все замечательно. Вот ваш основной момент вот будущего — это вот такая вот, знаете, гармония, тишина и гладь, вот такая вот гладь воды идет. Это замечательно, мои милые. И самое главное, вот пара двух людей, пара людей, которые друг друга прекрасно понимают, которым хорошо и тепло вместе. Люди, которые очень много, кстати, прошли для того, чтобы у них были такие скомпенсированные, гармоничные отношения. Это не просто так им далось. Здесь у вас были испытания, которые вы проходили вдвоем. Но я скажу честно, что женщины в этих отношениях, они прямо такие вкладывались, и все на плечах женщины. Вот как будто бы женщина — это локомотив. Вот извините, да, чтобы отношения стали вот такими идеальными. Все зависит от женщины. Мужчина тут немножечко вот он ранимый какой-то, может быть, слабенький по характеру. Мужчина, которому нужна мотивация. Вот женщина, она и есть и тот локомотив, и манипулятор, и мотиватор, вот что хотите. Женщина
создала эту идиллию, женщина создала эту прекрасную семью, эту сказку и эту гармонию. Мои милые девочки, вот кто меня особенно смотрит, я понимаю, что вам очень тяжело, я вижу, что вы очень много пережили, вас как бы жизнь немножечко побила, да, это я все вижу, но поверьте, у вас такой запас прочности, вы себя еще до конца не изучили, вы настолько сильная, вы настолько могучая, вам все по плечу, но еще раз говорю, не позволяйте, чтобы жизнь либо обстоятельства вас немножечко надорвали. Да? Старайтесь соразмерно брать ответственность, либо обязанности, привлекайте людей вокруг, привлекайте. Вы сможете делегировать, вы сможете человеку сказать, высказать, да, чтобы человек выполнил то, что вам нужно, в том формате, в том качестве, которое вам нужно. У вас очень прекрасные командирские качества, вы прекрасный инструктор, вы прекрасный управленец. Не стесняйтесь этого. Это не значит, что вы кого-то будете использовать. Наоборот, вы пользуетесь своими способностями, которые помогают и вам, и вашему окружению. Поверьте, это обоюдная выгода идет. Я просто вижу, что девочка очень талантливая, но она очень стесняется. Ну, знаете, ну, стеснение — это такое качество, оно нам навязано. Но ничего хорошего в нем на самом деле нет. Когда люди стесняются, ну, они теряют. Вот поверьте, вот прям стеснение равно потере. А вот когда люди идут на пролом, как танки, да, вот кто первый встал, того и тапки, да, они и главное, у них все и получается. Там не важно, талантливый, неталантливый человек. Главное, что человек хочет, человек берет. То есть вот такая система. Я вижу, что вы очень многое можете, но где-то вы себя останавливаете, как будто бы себя так вот по ручкам бьете, говорите, ну нельзя быть наглой, нельзя быть там настойчивой, нельзя. Можно. Вот вы сейчас себя сидите и спрашиваете, когда же закончится этот день сурка, когда же все-таки солнышко взойдет над моей светлой головушкой, когда вы немножечко станете поактивнее, понапористее. Вот что вам нужно в себе проработать. Проработайте в себе в это качество. Прям-таки не бойтесь, что кто-то вам укажет, что вы там нахалочка, либо еще что-нибудь. Вообще не важно. Идите туда, куда вас тянет. Идите по своему чувству, ощущению, по своей интуиции, по зову сердца. Туда идите. Вам же все, вот прям ваша интуиция прям по полочкам раскладывает. Вы ее вроде как слышите, да, но вот себе как-то не верите. Это очень плохо. Верьте в себя, доверяйте своей интуиции. У вас все будет хорошо. У вас прекрасные перспективы на будущее. Тут такие возможности перед вами открываются. Еще раз говорю, неважно, сколько вам лет. Все это в вас это вложено, да? Насколько вы себя раскроете, настолько вы все это и будете использовать. Поработайте над собой. Пора меняться. Время пришло качественных перемен, понимаете, качественных. Неважно, сколько их будет, важно, в каком формате вы будете прокачивать себя и как вы будете меняться. Поверьте, все в ваших ручках. Я вижу прекрасные перспективы и желаю, чтобы поскорее вы освободились от какого-то наносного и сдерживающего вас фактора. Вот отбросьте все, что не ваше. Прислушайтесь к желаниям своего сердца, прислушайтесь к желаниям своей души. Туда идите. Там вам будет хорошо, и там у вас все случится и получится. Передо мной прекрасные перспективы. Я желаю, чтобы поскорее вы все это получили в свою жизнь. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.